Это программа «Актуальное интервью», в студии Иван Лазаренко. Здравствуйте. Сегодня наша республика – один из самых перспективных для инвесторов регион России. Здесь реализуются масштабные проекты в сфере добычи полезных ископаемых и энергетики. Действуют две территории опережающего развития – это Якутия и Южная Якутия. Республика входит в первую десятку регионов России по объему инвестиций в основной капитал. Является одним из лидеров на Дальнем Востоке. Как дальше наша республика планирует поддерживать такую высокую заданную планку? Об этом мы поговорим с нашим гостем. Это министр экономики Якутии Майя Данилова. Майя Андреевна, здравствуйте. Недавно были внесены изменения в закон об инвестиционной деятельности. Расскажите вообще, о чем этот закон и в связи с чем возникла необходимость внесения этих изменений. Здравствуй, Иван. Сейчас нужно сказать, какую картинку мы наблюдаем. По итогам прошлого года наблюдалось плановое сокращение инвестиций в основной капитал, связанное с завершением строительства такого большого объекта, как магистральный газопровод «Сила Сибири». Ну и в условиях пандемии многие предприятия пересмотрели свои инвестиционные планы и сократили. Но есть такое мнение о том, что в крупные инвестиционные проекты, они не зависят от действий руководства республики, и необходимо, не нужно никаких мер предпринимать, и это все будет реализовываться вот так вот инерционно, да. Но это несколько устаревшее мнение, и, соответственно, нужно стимулировать приток инвестиций, потому что мы конкурируем на этом рынке с многими субъектами Российской Федерации. Глава республики 1 декабря прошлого года принял план восстановления экономики. В нем зафиксирован новый этап восстановления, это новый инвестиционный цикл. Мы с прошлого года проводили переговоры с потенциальными инвесторами, которые планируют реализовать проекты на нашей территории. Это то, что касается частных инвестиций. Второе направление этого нового инвестиционного цикла – это работа с федеральными органами власти для увеличения объемов федерального финансирования. Надо сказать, что в этом году планируется на территории республики реализовать проекты с федеральным объемом финансирования 64,5 миллиарда рублей. Это на 14% больше, чем в 2020 году. Это в том числе в рамках национальных проектов. Кроме этого, есть еще и такой механизм, как государственно-частное партнерство. Он также будет у нас переплетаться с национальными проектами, так как на федеральном уровне также принято решение об софинансировании региональных концессионных инициатив и проектов в сфере государственно-частного партнерства. Это потенциал того роста, который мы сейчас можем планировать в 2021 и в последующие годы. Ну и на прошлой неделе, чтобы все это систематизировать, был народными депутатами принят закон об инвестиционной деятельности. В него внесены изменения, о которых мы сегодня хотели бы поговорить. Но если говорить о новых инструментах привлечения инвестиций, расскажите, на что они направлены? Действительно, в законе об инвестиционной деятельности зафиксированы новые механизмы привлечения инвестиций. В целом закон был принят в 2013 году, и он существенно не претерпевал изменений. И это тоже было правильно, потому что для инвестора важно, чтобы не менялись условия реализации инвестиционных проектов. Но в прошлом году на федеральном уровне были приняты ряд таких основополагающих документов, как закон об защите и поощрении капиталовложений, закон о преференциальных режимах в отношении арктических резидентов. И, конечно, это должно было найти отражение в нашем концептуальном законе об инвестиционной деятельности. Но среди новаций есть соглашение о защите и поощрении капиталовложений. Расскажите, в чем их особенности и какой механизм заключения таких соглашений?
Действительно, вот как я уже отметила, в прошлом году, 1 апреля был принят федеральный закон о защите, соглашениях о защите и поощрении капиталовложений. Предоставлено право регионам с 1 апреля заключать уже региональные соглашения о защите и поощрении капиталовложений, да, СЗПК это коротко. Вот, до 1 апреля эти СЗПК могут заключаться между инвестором, федеральным правительством, да, правительством субъекта, соответственно, они оговаривают, стабилизируют условия реализации инвестиционного проекта. И объем этих инвестиций, частных инвестиций, должен составлять не менее 250 миллионов рублей. А с 1 апреля регионы уже могут заключать свои региональные СЗПК. Объем инвестиций, частных инвестиций в проект должен составить не менее 200 миллионов рублей. И это также могут быть и трехсторонние соглашения при участии муниципалитетов. Муниципалитет тоже может предоставить свои условия для того, чтобы привлекать инвестиции на территорию муниципального образования. А какие меры поддержки и льготы получат инвесторы в рамках этих соглашений о защите и поощрении капиталовложений с участием республики, естественно, в качестве одной из сторон соглашения? Действительно, СЗПК предполагает ряд налоговых послаблений. Да? Например, это зависит от объема инвестиций, которые будут привлекаться в рамках СЗПК на 6 лет, на 10 лет, да, на 15 лет, либо на 20 лет. Вот. И в зависимости от этих условий могут быть предоставлены налоговые льготы. Да? Это в части налога на прибыль и транспортного налога, налога на имущество. А если стороной выступает в том числе Российская Федерация, то это и порядок, и сроки уплаты НДС. Для крупных проектов это очень такая существенная, да, вещь. И что касается муниципальных образований, это и земельный налог, это могут быть и градостроительные определенные условия, да, которые могут быть оговорены. А также вот за период 20 лет государство может же внедрить и новые налоги, а в данном случае, если инвестор заключает данное соглашение, к нему не будут применяться эти новые налоги. Это первая часть. А вторая часть, она связана с субсидиями на возмещение затрат на создание инфраструктуры. Там инфраструктура в проекте может быть разная: обеспечивающая инфраструктура, да, реализующая инфраструктура. И в рамках, но при этом есть ограничения. Только в пределах того объема налогов, который генерит этот проект, то есть это не до бесконечности, да. Вот эти вот два существенных условия ЦЗПК. На ваш взгляд, каким образом изменения в закон об инвестиционной деятельности повлияют на условия инвестирования в нашей республике и чего ждать в самое ближайшее время? Во-первых, мы в этом законе зафиксировали условия для арктических резидентов. Да, в прошлом году, как я уже отметила, были приняты существенные послабления, преференциальные режимы для инвестиционных проектов, которые реализуются в арктической зоне Республики Саха-Якутия. Это снижение страховых взносов до 7,5%, а для субъектов малого и среднего предпринимательства до 3,75%. Да, это существенный фактор. Также это и налог на прибыль, обнуление в течение 5 лет, и после 5 лет 10% ставка налога на прибыль, обнуление ставки налога на имущество тоже до 5 лет, и после 5 лет это 1,1% ставка налога на имущество. Вот такие условия для арктических резидентов, да, предусмотрены. Кроме того, они могут воспользоваться льготными кредитами, которые выдает Фонд развития Дальнего Востока и Арктики. Это тоже есть, такая возможность тоже присутствует. И кроме этого, в законе об инвестиционной деятельности, да, кроме СЗПК, есть такая возможность заключать СПИКи, да, специальные инвестиционные контракты в сфере промышленного производства.
Вот. И в целом, конечно же, такой набор мер государственной поддержки направлен на то, чтобы привлекать инвесторов, да, и быть конкурентоспособными среди всех субъектов Российской Федерации. Потому что закон о инвестиционной деятельности — это первый документ, в который заглядывает потенциальный инвестор при принятии решения о локализации производства и о вложении инвестиций. Майя Андреевна, я благодарю вас за эту беседу. Спасибо, что ответили на наши вопросы. Всего вам доброго. Всего доброго. Об изменениях в закон об инвестиционной деятельности республики нам рассказала министр экономики Якутии Майя Данилова. Берегите себя, не забывайте носить маски, дезинфицировать руки и обязательно соблюдать дистанцию в общественных местах. До встречи в эфире.